Алоха, есть 1000 рублей. Поехали на вокзал и просто поедем туда, куда есть ближайший автобус. Неважно вообще куда. Че вам данный артес? Hello. Здравствуйте. Мы собрались. Куда мы собрались? А мы не знаем, куда мы собрались. Мы не знаем, куда собрались. В общем, у нас такая идея поехать в любое село. У нас есть 200 рублей на каждого человека. Сейчас пойдем на кассу, спросим за 200 рублей, куда можно поехать на автобус. Купим билет, сядем, поедем в любое село. И у нас сегодня цель найти ночлег, где ночевать. Здравствуйте, нам нужно 4 билета на ближайший рейс, куда ехать не больше 2 часов, чтобы было не больше 200 рублей. И желательно, чтобы там была 2 дня хорошая погода. Все, больше пожеланий нет. Межадар. Межадар село. Туда надо, да? Давайте Межадар, да. 2 часа, да, вы сказали выезд? 2 часа. 30 минут, чтобы поесть. Я буду чай. Я компот. Друзья, запомните наши счастливые лица. В течение ролика они обретут совсем другие эмоции. Делаем руки вот так. Оп. Так, сюда мы, значит, запихнули силу, вдохновение, энергию и удачу. И теперь делаем себе вот так. Хоп. Мое. Начинается посадка на рейс Сыктывкар-Визинга. Время отправления 14:00. Номер микроавтобуса 408. Телефон Катер мой. Тая Аджи Романс и Петь из больничной. Мы едем в такой купешке. Выехали. Поехали. Меня смущает, что он снимает меня. По приезду в Межадар наши пути с девочками разошлись. Мы с Вовой пошли изучать Кывтыт села Межадар. Девочки Катыт. У комин народа издавна месторасположение по отношению к реке выражалось главным образом понятиями. Катыт – вверх по течению, Кывтыт – вниз по течению. Ими определяли и месторасположение поселений и их жителей. Катыт-пом – верхний конец селения, Кывтыт-пом – нижний конец селения. Посмотрите, какая красота. Это же вообще настоящий мед для глаз. Как говорится, впереди тяжелый день. А наши поиски ночлега были поскромнее и, наверное, эффективнее. Блок татан снимает. Võit või sa nüüd? Ми блок снимает, ми это гуда кащиш. Niisugune. Он тогда. Котка может примитас. А то мы эти мужчины за него эти дома. Нужно все. Ну, яла. То я бы таилась, а мы что? Ага, ну сейчас оттуда вон еще. Короче, câten poja mianlen ужиштыны талун, тая войса. Эти лун татан отолам, снимай там стався. Вот. И он это câten poja mianles пристроительный. А перманы миянын, Татан. вот киркас. А, ну если как примитанет, миг бы и ворсим, и как его, и стався. Меня идут на смену, съест не самое то съеду. А ты примитишь на ним? Но не снимай ты ж там тащи, ты дорого лок там. Но. Но, там бурса, сейчас снимай там. Видите, как просто в коми-деревне подойти к любому человеку и просто узнать, расспросить. Особенно, если ты знаешь свой родной язык и разговариваешь на нем, и не стесняешься никого. Такой открытый человек должен найти себе ночлег. Поэтому люди открытые, если ты сам открытый и не таишь у себя камень за пазухой, тебя всегда примут и приютят. Лайфхак! Свято! Абу капремонт, вим капремонт. Видеоланы купательных и чем он? Тазилечан, туиес. Туием нарочно имя кесена. Чему нам сечево на векна том да векна е тетегешке гашке вола да озавермы щелемы да щелемы батьканы мамаланы велемы щелемы да щелемы
Типы же селемей. Зев мича коми шикт. Но юс, охилен, ядреного жатек мунными. Такси номер с аккорда и все. Шкем такси. Делаем. А вот этот венкиан такси абу. Такси. Да, абу. Ми коршам китан купайчины, а ситан она уджалы. В общем, мы сейчас заходим в магазин, спросим у продавщицы, возможно, она нам поможет. Ну что, котелок с нами, погнали! Здравствуйте. Скажите, где можно в Ближагаре найти ночлег на сегодня? На Ой, один день. я ничего не могу сказать вам. Насчет этого не знаю. Не могу сказать. Мама, привет! Ми пирали дом культуры, и менем щетис на номер телефона, и верма слоном, и менем уже лоаскони тало нужно, только коло звонит, но еще чуть-чуть, пожалуйста, на мен момент осталось артмис. А те мужичи я сосли, коды социалист на менем, и коля дис на кола наезать, но мы встречаем Межадар Визендорскую чику. У Вовы же дела шли по кайфу. Он и покупался от души, и позагорал. Как пришел обратно в село, получил такой ответ. Ребята, ничего не вышло. Но? Сын звонил, едет. Вот так-то с закатом дня мы остались без жилья. И еще долго ходили по селу, искали место, где можно переночевать. Вова, это отвыль музыка. Скриптонит. Но гармонь делу не помогла. И мы Пошли по домам. Мы-то уезжаем. будешь отмечать. Ну ладно, часа жить все равно. Собор Сатьяна. Время 7 часов. Мы до сих пор ищем дом, не нашли. Но дома у них тут красивые, симпатичные. Ну что, пойдемте. Сейчас спросим у Антонины Васильевны. Заходи. Jortias, мяти кони мен мужны. Милоктем Антонина Васильевна орда. И къси медем се вистали смеяла Межадар елеш, и се юалис кони те куда не дужны. И ми слышуем, и ну, кока миоктат. И в общем, ми танку там мужны сордан. И сылан киркас уже шо как я мы сво. Светлана. А талон вой, гажавой. Талон чила Мария моль. Лечем ставен юдоре. Гажавор се гудеке. Они ми мунам Антонина Васильевна, кучука се мияна снуда зев круто и секретные места. В общем, мунам. Их тюрьма с менем мы мечтала не в единственном роде, а в множественном. Буррыт, Володя. Что, мотикас интересный? Да. Ты Анна Сырка, ну ладно, ты соседи, с Бура дружит. Бура, зебур муртай, да. Мои дорогие друзья, благодарю вас, что досмотрели ролик до этнографической части. О селе Межадар нам поведала краевед, влюбленная в свое село, Антонина Васильевна. Межадурщик куджасмана и быт кирканин туда. Коды овыс важен, коды оньола. Вот, ставишь туда прозвище с ним отчество, туда налышь руд, бурса челяться. В основном Комисёва состоят из нескольких деревень. Межадар не исключение. Тут есть деревня Ягдор, означает рядом с лесом, и Тыдор, вблиз озера, и Шорсай, заручейная деревня.
А девушки сейчас гуляют по деревне Морозовская. Тут стоят старинные дома конца 19 века. Крыша этого дома построена, как местные говорят, по устюцольскому типу. Потому что именно в Устюцольске, по-современному в городе Сыктывкар, первыми в Коми начали строить подобные четырехскатные крыши. Вот это здание мы считаем самым старым по году основания в нашем селе. Он построен в 1890 году, это уже достоверно известно. Если вот те дома мы не можем точно сказать, в каком году, а это мы знаем. Этот дом построил как магазин, как специальный магазин. Первый специализированный магазин. И что удивительно, уже вот прошло 131 год, и в этом доме, в этом здании всегда был магазин. Если в других домах менялись и больница, и там библиотека, и детский сад, а вот это до сих пор, по сегодняшний день магазин. И в этом магазине нам с Вовой предложили, где остановиться. И, конечно, это была Антонина Васильевна. Но так как девочки пришли туда раньше, мы пошли искать дальше ночлег. И уже под самый конец дня к нам навстречу приехал наш спаситель. Пыды, все ясыш, да? Вова вот удораж, Вова шуана, мне Генрих, мне вообще припечерилась. Кыш бы мне ансан гостеприимный язык, и мне косям петкадлены мы, комиссик ты действительно гостеприимный. Но столкничаем в общем в этой ситуации. Да. Мы это я, наверное, предложить. О, вот это нарочь печка видит. Видите, тайя, подушка, шебрасы, матрасы, ставы с пыркадыма, ставы с пыркадыма. Это ты почта нет, но вот кто се питам, мудерас питам. Ничего себе. Вот. Пура. То, татым то, верманы та не нужны. Может, чаны да. Ставы с пыркадыма убыкалыма. Сейчас все откушаем. Нам дали отдельный дом, тут никто уже давно не живет. Старый дом 1912 года постройки. Тут будем вдвоем с Вовой ночевать. Поедь, пукси. А кычтен керка стоя, кажется, часа. Менем карте, только видели кучам татан пачес вообще. Татан пачес на така делаем ластан, как я вичкон. Да я мыт куч кудыш мяджи тачем пачсе. Шикарный пач. И керка состом, мичаник. Мы бы командой хотели выразить огромную благодарность дяде Мише и Антонине Васильевне за то, что приняли нас, приютили. Что можно делать людям в деревне? Взять бутылочку молока, включить этот старый патефон Муслима Магомаева, Муслима Магомаева, и слушать, как будто бы лет так на 60 назад отправляться в путешествие. Это Максим Зюк. Нас впечатлила эта радиола. Еще удивили старинные иконы, такой большой ключ от замка и еще этот умывальник. Вот и наступил вечер тяжелого дня. Остаются считанные минуты до красивейшего заката. Мы собрались всей командой, чтобы обсудить на будущее планы и помечтать. Гажавой. Де бурсать нас у нас щиктин. Видите, чем красота. Щилены лебачяс. А миму нам где? По коммунам. Потащили. Лук-то. А с утра добрым делом подзаработали на лучок. Село Межадар потихоньку просыпалось. И девочки тоже. Прекрасная.
Я проснулась, думала 11 часов утра, а оказывается 6:40. Это не будет чиститься еще, яйца свежие, потому что совершенно. Можно даже ложечкой. Угу. А это свежие яйца. Курочка принесла утром. Свежие цыплята. Спасибо большое Антонине Васильевне за то, что она такая гостеприимная, открытая. Она нас не провожает, но это потому, что она уехала по своим делам. Мы покормили курочек, закрыли дом, сходили в баню и отправляемся домой. А теперь специально для тебя, мой верный зритель и добрый подписчик, мы подготовили конкурс. Сейчас мы находимся на перекрестке 3 дорог. Посередине у нас церковь, слева у нас идет уже дорога на трассу, а справа у нас остановка, магазины и дорога в село. А мы пойдем вот в эту сторону и будем прятать наш подарок здесь. Ну что, Межадар, ты, конечно, вообще от тебя не спрятаться, не скрыться. Мы не нашли укромных мест, поэтому мы кинули наш подарок прямо под куст. Перекресток, где мы стояли, он остался сзади меня, а подарок, он находится вот под этим кустом справа. Друзья, дерзайте, ищите, у вас все получится. Мы оставили вам там небольшое послание. Будем ждать ваших отметок, когда вы найдете. Нам будет безумно приятно, если вы нам напишите. Очень надеюсь, что до зимы наш приятный подарок вы найдете. Ну а девушки обратно поехали на автобусе, а мы с Вовой решили рискнуть. Поехать автостопом. Суфтись. Братья, подбросьте! Едем в Сыктывкар. Покорять столицу. Итог нашего видео такой. Мир не без добрых людей. Поэтому творите добро и живите счастливо. До скорых встреч. Бамби!